Правительство Восточного Туркестана в изгнании провело митинг независимости. 28 августа правительство Восточного Туркестана в изгнании и его сторонники провели по всему миру мирный митинг против оккупации Восточного Туркестана, геноцида и китайского империализма. Участники митинга призвали мировое сообщество признать преступление Китая этнической чисткой, а земли Восточного Туркестана оккупированной территорией. Кроме этого, митингующие потребовали от всех государств конкретных действий для восстановления территориальной целостности Восточного Туркестана и освобождения народа региона. Отметив, что митинг имеет особое значение, Салих Худаяр заявил, что необходимо довести до сознания людей, что Восточный Туркестан испокон веков являлся независимым государством, добиться признания преступлений Коммунистической партии Китая, захватившей регион 70 лет назад геноцидом, а Си Цзиньпина, его правительства и бывшего губернатора региона Чена Чуанго, который в течение 4 лет оказывал давление на местное население врагами человечества. İsrail Allah'a okşaş erler öldürdü, ayollar kullanmakta. Vallahi aylarının ayrılıp elinin Xitay yollarlarının kırgıranlığı yüzündeki Xitaylaştırış. Коммунистическая партия Китая оказывает давление на жителей Восточного Туркестана под предлогом борьбы с эпидемией. 24 августа информационное агентство BBC сообщило о том, что в связи с началом очередной волны эпидемии с 15 июля в Восточном Туркестане был объявлен карантин. В докладе Министерства здравоохранения указывается, что было зарегистрировано более 800 инфицированных коронавирусом нового типа, большинство из которых проживает в Урумчи. 17 июля в городе был объявлен карантин. Затем ограничительные меры приняли и в других городах Восточного Туркестана. На 4-й день после объявления карантина власти опечатали дома, а на 7-й заставили жителей принимать неизвестные препараты. Людям запретили выходить из домов и передвигаться, а также отобрали право на свободу. При каждом приеме неизвестных лекарств их заставляли фотографироваться, отправлять фотографии по группам, вести совместный контроль соблюдения предписаний и разоблачать противников правительства. Даже в районах и селах, где не было зафиксировано ни одного случая, местное управление продолжало жесткий контроль выполнения предписаний. В понедельник, 24 августа, Центр мониторинга и борьбы с эпидемией города Урумчи сообщил государственным информационным агентствам о постепенном смягчении ограничительных мер в некоторых районах и дозволенности индивидуальных мероприятий. Ряд других вопросов, включая принудительное принятие неизвестных препаратов, остались без ответа. Однако, как минимум 6 жителей города сообщили, что их заставляли принимать лекарства. Основные из них капсулы ляньхуа чинвэнь, орбидол и лекарственные травы, используемые в китайской традиционной медицине. По словам одного из жителей Урумчи, ему позвонили из сельского совета и сообщили, что после проверки базы данных он был включен в список контактировавших с инфицированными лицами и подлежит отдельному контролю. База данных, о которой идет речь, представляет собой огромное количество информации о людях, которую китайское правительство собирает через тесное сотрудничество с отделениями Центра по контролю заболеваний. Согласно официальным данным, для сбора и хранения биг-даты используются методы сравнения, сканирования лица, сопоставления и идентификации. Несмотря на то, что новых случаев китайского вируса не наблюдалось, начиная с 16 августа в регионе были усилены меры по контролю населения. Информационные агентства США раскрыли существование еще 280 концентрационных лагерей. 27 августа информационное агентство «Доклад для тебя» опубликовало несколько статей о лагерях перевоспитания, расположенных в Восточном Туркестане. Согласно одной из них, в результате исследований спутниковых снимков Google и свидетельств бывших узников было установлено, что с 2017 года в Восточном Туркестане было построено свыше 270 концентрационных лагерей. Практически в каждом районе уйгурского региона имеются подобные учреждения. В течение 3 лет китайское правительство продолжало строительство концентрационных лагерей и осуществлять самое крупномасштабное задержание целого народа, подобного которому не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Первоначально китайские власти использовали старые школьные и правительственные здания в качестве центров содержания под стражей, но после увеличения числа узников в течение короткого времени построили крупномасштабные лагеря. Кроме этого, при концентрационных лагерях были построены заводы и фабрики, где распространена практика принудительного труда. Строительство подобных учреждений продолжается и сегодня. Информация о 92 концентрационных лагерях из существующих 280 была подтверждена по официальным данным и посредством различных информационных источников. В начале 2019 года по приказу китайских властей началось расширение лагеря Даванцин, расположенного на юге Урумчи. По официальным данным, в нем содержится более 40 тысяч узников.
В результате тщательных исследований в регионе было обнаружено 428 зданий, схожих с концентрационными лагерями. В этих строениях имеются камеры для содержания задержанных, приспособления для допросов, проверок и пыток. Чен Гуанчен выступил с речью на Конгрессе Республиканской партии США. 26 августа Чен Гуанчен, выступающий за права слепых, принял участие в Конгрессе республиканцев, который проводится раз в 4 года. Во время выступления адвокат надел символические очки и использовал шрифт Брайля. Коммунистическая партия Китая является врагом человечества, угрожает своему народу и развитию мира, заявил Чен Гуанчен. Несмотря на то, что выступление Чена продлилось 2 минуты 48 секунд, он стал первым китайским диссидентом, который выступил на Конгрессе политической партии США. Адвокат раскрыл истинное лицо Китая, предупредил мировое сообщество остерегаться хитрой политики Пекина, призвал правительство США объединить страны вокруг своих демократических принципов и совместно бороться против китайских оккупантов. 27 августа корреспондент «Голоса Америки» встретился с Ченом Гуанченом. Адвокат обратился к американцам и мировому сообществу, рассказав о преступлениях китайского правительства и его вражде ко всему человечеству. В ходе беседы Чен Гуанчен подчеркнул, что коммунистическая партия Китая, которая не щадит ни свой народ, ни своих политиков, при каждом удобном случае обвиняя их в терроризме и экстремизме, запугивая граждан и заставляя молчать о беззакониях, пытается изменить строй других стран путем подрывания свободы, демократических ценностей и традиций независимых государств. Если не остановить репрессивную политику китайского правительства и не стремиться к свободе, то оно воспользуется молчанием народа перед тиранией и будет предпринимать шаги для установления тотального контроля. Пандемия китайского вируса и изменение мирового порядка – типичный пример скрытой экспансии Китая. Это прямая угроза не только для американской демократии, но и для всего мира, заявил китайский диссидент. Дональд Трамп опубликовал выступление Чена Гуанчена на своей странице в Твиттер. Менее чем за сутки количество просмотров превысило 1,5 миллиона. Известный китайский активист и защитник прав незрячих родился и вырос в городе Шандунь, провинции Юнань. С 2006 по 2010 год находился в заключении. Его супруга и дочь находились под домашним арестом с 2005 года. В конце апреля 2012 года активист обратился в консульство США в Пекине с просьбой о предоставлении убежища. 19 мая ему удалось покинуть Китай вместе со своей семьей. My family to the United States, where we are now free. Премьер-министр Японии подал в отставку. 28 августа Синдзо Абе объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Он сообщил, что продолжит выполнять свои функции, пока правящая партия не определится с преемником. Нынешний срок Абе должен был завершиться в сентябре 2021 года. Причиной отставки Абе является хронический язвенный колит. Ранее 65-летний политик заявил о трудности с принятием здравых решений из-за болезней. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет выполнять полномочия до следующих выборов. Синдзо Абе впервые возглавил кабинет министров Японии в сентябре 2006 года. Через год он подал в отставку по состоянию здоровья. В декабре 2012 года политика переизбрали на пост главы правительства. Он находится на этом посту на протяжении почти 8 лет. Это самый длительный период в новейшей истории страны. За этот период Абе разработал экономический план, добился его выполнения, поднял благосостояние японцев, укрепил сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности, предпринял решительные шаги по недопущению укрепления позиций Китая и повышения роли Японии по вопросу обеспечения стабильности в регионе. В последние месяцы Абе был обвинен в неэффективной борьбе с эпидемией китайского вируса и ухудшении экономики, из-за чего лишился поддержки значительной части японцев. Вместо Абе пост премьер-министра могут занять глава Кабмина Йошихидо Суга, министр обороны Таро Коно или бывший министр обороны Майя Ишибаши. Секретное соглашение Швейцарии и Китая вызвало опасения правозащитных организаций. Швейцарские СМИ сообщили, что недавно правительство заключило с китайскими дипломатами секретное соглашение, согласно которому в страну прибудут китайские спецагенты, которые займутся проверкой незаконных мигрантов и их возвращением на родину. Эта информация вызвала общественный и политический резонанс. Правозащитные организации потребовали от правительства Швейцарии и других стран отказаться от оказания поддержки китайским властям и расторгнуть данное соглашение. Швейцария, объявившая о своем нейтралитете, владеет самой надежной банковской системой и является налоговым щитом для самых богатых людей планеты.
Секретный договор о выявлении, контроле и возврате незаконных мигрантов был подписан в 2015 году. Согласно договору, Швейцария выдаст китайским агентам визы сроком на 14 дней и покроет их расходы на жилье. Недавно информационное агентство Швединфо, которое является дочерней структурой швейцарской радиокомпании, сообщило, что срок соглашения истекает в этом году и что стороны ведут переговоры о его продлении. Главное управление по внешним связям при миграционной службе Швейцарии сообщило, что данный договор подписали многие европейские страны. По словам представителя управления, соглашение является договором о сотрудничестве, которое не подлежит огласке. С момента подписания договора в Китай был депортирован всего один мигрант. А в 2016 году во время визита китайской делегации на родину было возвращено 13 человек, в том числе и 4 политических беженца. Данное соглашение было подписано по требованию Интерпола и направлено на поимку коррумпированных чиновников, бежавших в третьи страны через Швейцарию и Китай. Однако до сих пор неизвестно, кого именно ищут китайские агенты, какие условия содержит данное соглашение и имеют ли право граждане Швейцарии потребовать его разглашения. Швейцария на протяжении многих лет является раем для богатейших людей, и это вызывает интерес о количестве средств на счетах китайских чиновников, хранящих свои деньги в банках Швейцарии. По данным сайта Wikileaks, в банках Швейцарии имеют счета более 5000 высокопоставленных чиновников Китая, 1/3 из которых состоит в центральном правительстве.